В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Олимпийские игры без зрителей. Оргкомитет Токио-2020 рассматривает варианты соревнований только по телевизору. Мэру Алдана прокуратурой внесено представление. Горожане недовольны уборкой снега в городе. А в Якутске завтра перекроют улицу Лермонтова на неопределенный срок. Будут устранять утечку газа. Новые правила с 1 марта, что изменится в жизни россиян с наступлением весны. Ипотека под 2%, как работает механизм в Мирнинском районе. Среда, 22 апреля в этом году будет выходным. В этот день пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса. Увидеть соревнования можно будет только по телевизору. Такой вариант рассматривают организаторы. А ранее заместитель генерального директора оргкомитета игр Кацура Энё заявлял, что никаких изменений из-за коронавируса в проведении Олимпиады внесено не будет. Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа. Тем временем число зараженных коронавирусом растет. Что касается коронавируса, в мире число зараженных приблизилось к 90 тысячам. Большая часть случаев приходится на Китай. За пределами материкового Китая случаи заболевания фиксируются в Южной Корее, Японии, ранее во Франции и Италии. В последнюю страну уже прекращены продажи путевок, но там остается много туристов. Между тем, власти Москвы уже подтвердили информацию о первом подозреваемом на коронавирус туристе, вернувшегося из этой страны. Сейчас он проходит целый комплекс диагностических мероприятий. Окончательный анализ пока не подтвержден. Ростуризм в это время закрыл границу с Южной Кореей, приостановил продажу билетов в Италию и Иран. Испытывают ли якутяне проблемы с возвратом билетов и туров, и куда поехать отдыхать после долгой зимы, узнавала Ульяна Шагина. Вместе с другими подозреваемыми на коронавирус туристами, вернувшимися из Италии, и наша землячка Юлия, которая живет и работает в Москве. Сейчас все они помещены в первую инфекционную больницу Москвы, где для них выделили отдельный бокс. Юлия показала условия проживания, а также поделилась своими переживаниями. Конкретно под подозрением никого нет, но фактически мы все тут под подозрением. В нашей палате 7 девушек. Вот, в остальных палатах не знаю сколько, но нас немало. Это учитывая, что у меня все равно температура иногда поднимается, но что врачи говорят, что возможно у вас просто стресс. Несмотря на запреты Ростуризма, многие якутяне не боятся лететь в азиатские страны. Петр Васильев запланировал поездку в Японию еще в феврале. Так как попасть в эту страну из Якутии напрямую нельзя, ему пришлось подобрать оптимальный маршрут с пересадкой в Южной Корее. После официальных запретов маршрут пришлось полностью пересмотреть, даже сдав билеты обратно. Теперь ждет возврата денег. 1 марта текущего года билеты пришлось сдать. Собственно, в авиакомпании сказали, будет компенсация в течение 2-3 дней. И любой желающий, в принципе, может сдать эти билеты. Работники якутских турагентств идут навстречу населению. Деньги, заранее купленные билеты в Китай, Южную Корею, Иран и Италию возвращаются в полном объеме. При этом никаких дополнительных документов предоставлять не надо. Только паспорт и билеты. Главное сделать это до вылета рейса. В противном случае придется делать это в претензионном порядке. Если вы онлайн купили, обращайтесь там по горячей линии, телефон, или на сайте авиакомпании, где покупали. А если у нас покупали, то мы возвращаем 100%. В Забайкальском правительстве подсчитали, в отпуск на сегодняшний день в связи с запретами не уехали более 300 человек. В Якутии пока таких данных нет. Между тем, не зафиксированы и официальные заявления от населения по поводу задержки или невозврата денег за ранее приобретенные туры. Не было таких заявлений и в региональном Роспотребнадзоре, которые, кстати, обещают помочь при возникновении проблемной ситуации. Если поступает отказ об удовлетворении требований потребителя со стороны исполнителя, потребители вправе обратиться в наш адрес для досудебного урегулирования вопроса с исполнителем, либо сразу обратиться в суд с требованием о возврате полной суммы, которая им положена по закону. Столичные турфирмы уже отмечают об уменьшении туристического потока. К примеру, Южная Корея была не только одним из излюбленных мест отдыха якутской молодежи, но и стыковочным городом в другие азиатские страны.
В целом, по сравнению с прошлым годом, конечно, да, спрос туристический упал, но мы так думаем, что народ все-таки выжидает, да, все надеются, что эта ситуация стабилизируется и откроются границы, ну, месяц-два, в принципе, время пока еще есть подождать. Пляжный сезон начнется только с середины мая, и, скорее всего, многие якутяне предпочтут в этом году все-таки отдыхать внутри страны. Уже сегодня многие из них едут отдыхать в минеральные воды Анапу и Сочи. Как говорится, чужое и хорошее постыло, а свое и худое домило. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. В адрес главы города Алдан прокуратурой внесено представление об исполнении законодательства о безопасности дорожного движения. Напомним, на прошлой неделе жители города пришли в надзорный орган и потребовали наказать мэра за транспортный коллапс из-за невывоза снега. Заявление у людей приняли. В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры района. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура Алданского района приняла ряд мер прокурорского реагирования, в том числе внесла представление в адрес главы муниципального образования город Алдан, а также возбудила административные производства по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении администрации муниципалитета как юридического лица и ответственного должностного лица первого заместителя главы муниципального образования. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, устранении нарушений на контроле прокуратуры Алданского района. В усиленном режиме ведут работы по уборке снега с улиц и столичные коммунальщики. Сколько кубов снега вывезено и какие планы у дорожников Якутска? В материале Дмитрия Тымырова. С наступлением весеннего месяца городские хозяйственные службы традиционно переходят на усиленный режим работы. Вначале основной упор будет сделан на центральные улицы и части города. Как и прежде, уборкой снега будут заниматься в 2 смены. То есть работа будет вестись 24 часа в сутки. Работаем мы где-то с 8:30, с 9 тут. Поедем, как бы сейчас закончим до проспекта Ленина. Дальше поедем на Семена Данилова. Семена Данилова, космонавтов. Всего на уборку города от снега задействованы более 35 единиц спецтехники и более 50 рабочих. Также в рамках санитарного трехмесячника у нас идет уборка в части внутриквартальных дорог. Это территориальными органами управления окружной администрации города Якутска. Ну, по основным улицам это Якутдорстрой. Также управляющими компаниями осуществляется уборка и вывоз снега по придомовым территориям. Ну и ведомствами это уже на своих территориях. Коммунальные службы отмечают, что в этом году осадков в виде снега больше, чем в прошлом году, что в свою очередь тоже влияет на работу службы. Действительно, в этом году осадков значительно больше. В среднем, если говорить про январь и февраль, то осадков примерно в 2 с лишним раза больше. По станию на 1 марта у нас на полигон складирования снега с основных улиц города Якутска вывезено 246 тысяч кубометров снега. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году цифра была 196 тысяч кубометров. То есть, если взять за прошлый год, да, то динамика это больше на 50 тысяч кубометров. Только за последнюю неделю силами Якутдорстроя было вывезено более 20 тысяч кубов снега. За февраль месяц было вывезено 82 760 кубов снега. За последнюю неделю мы вывезли порядка 25 тысяч кубометров снега. Дорожные службы столицы просят участников дорожного движения не создавать препятствия для работы по вывозу снега. В эти дни работы по очистке дорог и тротуаров от снега пройдут на улицах Дзержинского, Пояркова, Чернышевского, Автодорожная и Крыжановского. Напомним, контролировать уборку снега могут и жители столицы. Если у вас есть какие-то замечания или коммунальные службы и управляющие компании занимаются вывозом снега, то эти замечания вы можете опубликовать на сайте OneClick Якутск. Все ваши пожелания и просьбы своевременно будут доходить до руководителей подразделений и службы. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Еще одна новость для автовладельцев Якутска. Улица Лермонтова будет перекрыта из-за срочных аварийно-восстановительных работ. Причина – утечка на газопроводе высокого давления. Лермонтова перекроют на участке от перекрестка с улиц Октябрьская до Вилюйского переулка. Работы начнутся 3 марта с 9 часов утра. Особую сложность представляет задача по установлению места утечки. Газопровод проходит под полотном дороги, а выход газа на поверхность проходит через трещины в мерзлом грунте. Поэтому пока что невозможно спрогнозировать хотя бы приблизительное время окончания аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщают газовые службы.
Аналог номера 911 сегодня запущен по всей республике. Система 112, которая в прошлом году начала работать в Якутске, теперь доступна на территории всего региона. Это новая система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. Набрать 112 можно с любого телефона, мобильного или стационарного. Принимается также и СМС-сообщение. При этом не важно, есть ли на вашем счете деньги или нет. Главное, чтобы телефон был в зоне действия любого мобильного оператора. Сегодня нажали символическую кнопку запуска системы. Отмечу, всего с начала работы в прошлом году жители Якутска позвонили на номер 112 с просьбами о помощи более 180 тысяч раз. Вот сегодня мы закончили тот путь, который начали несколько лет назад с развертыванием системы. В Республике Саха-Якутия она сталкивалась с объективными трудностями, которые касаются размера, касаются труднодоступности, даже такой банального аспекта, как доступности сотовой связи, задерживала реализацию этой системы. Но вот сегодня мы все эти неудобства смогли преодолеть, разработать систему, которая позволяет их компенсировать. И с сегодняшнего дня любой гражданин в любой точке республики может набрать короткий номер, состоящий из 3 цифр 112, и по звонку оператор сразу переадресует его на одну или несколько служб, которые могут быть вовлечены в оказание первой помощи. Узнать об Арктике теперь можно будет больше в соцсетях. Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» и социальная сеть «Одноклассники» организуют конкурс онлайн-трансляций «Расскажи России об Арктике», в рамках которого каждый совершеннолетний житель северных регионов может рассказать о себе и о своем родном городе или поселке. Подробности мы узнаем у нашего СОПКОРа в Москве Максима Кардозу. Максим, приветствую, и тебе слово. Приветствую, Алексей. Да, мы сейчас находимся как раз в офисе организаторов. Это проектный офис развития Арктики «Пора». И вообще сам конкурс стартовал уже 10 февраля. Вот можно зайти на сайт ok.porarctic.ru и посмотреть на первые работы, которые там выложены, присмотреться для себя, сделать какие-то заметки и участвовать, конечно же, в конкурсе. Для того, чтобы участвовать, что нужно? Зарегистрироваться на этом сайте. Также скачать приложение OK Live. И с любого планшета, телефона, гаджета выходить в прямой эфир, друзья, и рассказывать о вашей родине, об Арктике, всей стране, всему СНГ, может быть, всему миру. Вас увидят обязательно и, может быть, поставят даже лайк. Вообще, нужно, наверное, спросить себя, и вот я тоже спрашивал, почему нельзя было для конкурса просто отправлять видео красивые про свою родину, да, и вот так вот рассказывать. Организаторы говорят нет. Стриминг, вот именно выход в прямой эфир через приложение OK Live, это в первую очередь интерактив. Друзья, вот представляете, вам сразу же могут задавать люди со всего мира вопросы. Вот я, Максим, стою на берегу моря Лаптевых, рассказываю про всю эту вот стихию буйную, и мне сразу прилетает вопрос, например, из Сочи. Максим, а вот можно ли купаться в море Лаптевых? И я сразу же должен ответить на него. Такой разговор получается живой, настоящий, намного интереснее. Вот поверьте, действительно. И такие ролики, конечно же, будут пользоваться большей популярностью. И есть здесь один нюанс, друзья. Да, от нашей республики, от Якутии, могут участвовать в этом конкурсе только жители арктических районов. Давайте послушаем, что же говорят сами организаторы. Более 30 авторов присоединились к нашему проекту, к нашему конкурсу, отправляют свои работы, рассказывают о своих регионах, в том числе из Якутии, из арктических регионов Якутии, потому что принять участие можно только жителям арктических регионов, жителям Российской Арктики. Они рассказывают, соответственно, о праздниках, которые проходят у них в их родных городах и поселках, о традициях коренных народов Севера, показывают музеи, интересные достопримечательности и рассказывают о них всей России. Принять участие в конкурсе можно до 9 марта, друзья, так что успевайте. Заходите на сайт, регистрируйтесь, выходите в прямой эфир, а победители получат 50 тысяч рублей. Я думаю, что это отличная мотивация. Алексей? Спасибо, Максим. Напомню, что на прямой связи из Москвы о конкурсе онлайн-трансляции «Расскажи России об Арктике» был наш корреспондент Максим Кардозу. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Новые правила с 1 марта. Что изменится в жизни россиян с наступлением весны? Ипотека под 2%. Как работает механизм в Мирнинском районе?
Среда, 22 апреля в этом году будет выходным. В этот день пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Обязательная маркировка обуви, транспортной полиции разрешили использовать электрошокеры, раритетные машины обязали проходить техосмотр. Эти и другие изменения вступили в силу с первым днем весны. Более подробно в нашем следующем материале. В первый день весны по всей стране доступ к порталам государственных услуг и всем сайтам федеральных и региональных органов власти стали бесплатными. Это стало возможным в рамках реализации проекта «Доступный интернет». Отныне при входе на перечисленные ресурсы трафик не будет тарифицироваться. Сайты будут доступны и при нулевом балансе. Также с началом весны вступили в силу изменения в порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарственных препаратов. Теперь ввоз таких лекарств будет возможен, если врачебная комиссия признает их необходимыми для пациента. Напомню, что некоторые препараты попадают под закон об обороте наркотических средств, но, к сожалению, не имеют разрешенных в стране аналогов. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, постепенно растет. Так, с 1 марта в него добавлена и обувь. С этого дня производство немаркированной обуви будет запрещено. В связи с нововведением производители обуви понесут дополнительные затраты, что, по мнению экспертов, отразится на стоимость конечной продукции. Будут маркировать потребительскую упаковку, товары, относящиеся к обувным, товарный ярлык. Маркировку нераспроданных остатков продлили до 31 марта. Также с 1 марта начал действовать специальный ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Автомобили, мотоциклы и прицепы от 30 лет и старше, а также грузовики и автобусы, не предназначенные для коммерческих перевозок от 50 лет и старше, должны проходить техосмотр. Проверке подлежит не только общее техническое состояние, но и внешнее, включая дизайн. В случае выявления большого количества отклонений в получении техпаспорта будет отказано. Но исправив все недочеты, владелец имеет право на повторный осмотр. А вот во второй день весны вступил в силу закон, согласно которому транспортная полиция сможет применять электрошокеры при задержании злоумышленников, отражение нападений на объекты транспорта и инфраструктуры. В законе прописано, что электрошоковые устройства недопустимо применять по отношению к беременным женщинам, детям и инвалидам. Исключение составляет ситуации, когда граждане совершают нападение или оказывают вооруженное сопротивление. Также с 28 марта самозанятые россияне получат возможность участвовать в закупках государственных компаний наравне с представителями малого и среднего бизнеса. Такое право у них появится с 28 марта и будет до 1 января 2029 года, пока не закончится эксперимент по установлению специального налогового режима – налог на профессиональный доход. Отметим, что участвовать в закупках они могли и ранее, но на общих основаниях, то есть были лишены некоторых преференций, которые предусмотрены законом для малого и среднего бизнеса. На этом у меня все. Владимир Путин одобрил расширение программы материнского капитала. Президент подписал закон, который продляет ее действие до конца 2026 года. На выплату могут претендовать семьи, где с 1 января этого года родился или был усыновлен первый ребенок. Им полагается 466 тысяч рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплат составит 616 тысяч рублей. Эти суммы будут ежегодно индексироваться. После вступления закона в силу сократится и срок выдачи сертификата с 15 до 5 дней. Кроме того, за счет электронного взаимодействия ведомств сертификат можно будет получить в беззаявительном порядке. Срок выдачи самих средств маткапитала также сократится с 30 до 10 дней. К жилищной теме 2% ипотека сделала для мирнинцев покупку недвижимости в крупных городах более доступной. Воспользовавшись льготным займом, молодые семьи переезжают, например, в Якутск или Улан-Удэ. Впрочем, приобрести квартиру по выгодным условиям можно и в самой алмазной столице. Подробнее об условиях расскажем в следующем материале. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Слова действительно достойны аплодисментов. Заявление о вводе льготной ипотеки Владимир Путин сделал в сентябре. Молодые семьи ликовали. В столице ДФО, Владивостоке, уже в декабре появились ее первые получатели. В Мирном, как показали результаты нашего опроса, о 2% займе знает каждый третий. Этим не увлекаюсь, не знаю. Ничего. Недавно здесь.
Вообще не слышали про дальневосточную ипотеку? Нет. Знаю, что она есть, но то, что она мне не нужна, это я точно знаю. Не тот возраст для меня уже, чтобы брать ипотеку. Возраст действительно имеет значение. Кредит с господдержкой могут получить заемщики 3 категорий. Первая – молодые семьи, в которых оба супруга граждане Российской Федерации, возрастом не старше 35 лет. Вторая – это одинокие родители с несовершеннолетними чадами. Третья – получатели дальневосточных гектаров. Размер кредита до 6 миллионов рублей, а срок не больше 20 лет. Данная ипотека может быть использована на приобретение жилья на первичном рынке только в городах, на приобретение жилья на вторичном рынке только в сельских населенных пунктах, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, который находится в собственности одного из заемщиков, ну, будь то супруга либо супруг, да, и на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома. Купить строящееся жилье в Мирном пока не получится. Действующих застроек сейчас нет. А вот стать собственником квартиры с первичного рынка вполне. Порядка 5-7 помещений ждут своих хозяев в новой 9-этажке на Ленинградском проспекте. Впрочем, некоторые мирнинцы пошли дальше. Одна семья с помощью 2% ипотеки вообще решила переехать в Улан-Удэ. Другая – в столицу республики. В Якутске у нас вот сейчас уже оформляется право, и на следующей неделе уже будут счастливые обладатели квартир. Сейчас в списке участников программы, что принимают заявки в Мирнинском районе, 3 банка. Их названия на экране. Выдавать льготные кредиты они будут в течение 5 лет. Кристина Каширина, Илья Засухин, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». 22 апреля в 2020 году станет выходным. Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию в этот день. В числе ключевых вопросов – закрепление в Конституции роли и статуса Госсовета, который из совещательного органа будет преобразован в конституционный, приоритет Конституции России над международным правом на территории страны и пакет поправок социальной направленности. Рабочая группа, созданная для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию, продолжает свою работу, выдвигает новые инициативы. Отмечается, что 2/3 предложений уже вошли в пакет поправок. Отметим, что электронное голосование по поправкам в Конституцию возможно только в Москве. В других регионах такие технологии не апробировались и не могут быть использованы, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. В столице республики стартовал региональный этап национального чемпионата Обилимпикс. В профессиональном мастерстве соревнуются люди с ограниченными возможностями. В этом году состязания пройдут на 12 площадках в Якутске и Нерюнгри. В них примут участие более 100 человек из разных уголков республики. Сегодня участники отточили свои навыки на мастер-классах, рассказывает Сарглана Федорова. Набор режущих инструментов ученик 8 класса Андрей Михайлов использует ловко. Он занимается резьбой давно, но только сейчас решил испытать свои силы на чемпионате. Животных вырезал, цветы всякие. На 8 марта маме вот сейчас готовлю подарок. Ну, получается красиво, всем нравится. Все хотят такую же, все покупают, бывает даже. Компетенция резьба по дереву для Якутии новая. Появилась в этом году. От ребят требуется не только точность движений, но и способность к планированию и конструированию. Они мастерят разделочные доски. Сначала переносят чертеж на заготовку, затем приступают к резьбе. Последний штрих – шлифовка. Это довольно сложно. Надо быть аккуратным и выполнять все чисто. Участвую впервые. Я начал заниматься резьбой по дереву только в этом году. Мне нравится. Учитель сказал, что у меня хорошо получается. Эксперты оценивают не только качество выполнения изделия, но и соблюдение техники безопасности. На работу дается 4 часа, и в итоге ребята должны предоставить вот такой готовый продукт, такую заготовку с узорами. Его можно будет использовать для изготовления шкатулок и для декора. На чемпионате за звание лучшего в своем деле поборются школьники, студенты, а также специалисты. На выбор 19 компетенций, начиная от ювелирного дела, заканчивая экономикой. Работу участников оценят более 100 экспертов, в том числе потенциальные работодатели. У нас работают такие люди. Это, в принципе, на нашей лабораторной диагностике это не влияет. Нужна голова, нужны руки.
все остальное не важно. Нужна профессиональность, нужна жизненная активность. Чемпионат открывает людям с ограниченными возможностями двери на рынок труда. Кроме соревновательной части пройдут выставки и круглые столы. Все это поможет особенным школьникам и студентам с выбором будущей профессии. Имена победителей станут известны через 3 дня. Лучшие поедут представлять Якутию на национальном чемпионате в ноябре этого года. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. На Внерингре на площадке медколледжа чемпионат Обилимпикс проходит во 2-й раз. Со слов организаторов, в этом году в нем примут участие школьники и мастера со всей республики. Под наблюдением группы экспертов они сдадут мировые стандарты в направлении социальный и медицинский уход. Участников будут оценивать по 4 модулям. В Якутск по многочисленным просьбам зрителей приехали солисты популярного грузинского ансамбля «Сулико». 1,5 года назад грузинские артисты уже выступали в нашем городе, и тогда концерты прошли при полном аншлаге. В этот раз ансамбль «Сулико» привез новую большую программу, которая поможет раскрыть все грани таланта исполнителей. Также солисты ансамбля приготовили сюрприз для зрителей – совместное выступление с артистами ансамбля «Туймада». Постарались, исходя из того, что мы все-таки оперные певцы, первую часть концерта сделать классическую музыку, то есть ары и грузинские, и европейские, русские, и какие-то там неаполитанские песни популярные. А вторая часть уже будет грузинский фольклор, народный фольклор, городской фольклор и церковное песнопение. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района. Я передаю слово моим коллегам.